Правительство Коми оказывает большую поддержку семьям участников спецоперации и военнослужащим. Расскажите подробнее об этом. Да, значит, достаточно серьезная работа сейчас проводится в этом направлении. Введены меры поддержки на региональном уровне. Меры поддержки в дополнение введены в том числе и к федеральным. Если мы говорим про семьи, то такая наиболее, наверное, востребованная мера поддержки – это бесплатное питание членов семей, детей, участников специальной военной операции в школе, это 5-11 классы, среднее профессиональное образование также охвачено этой мерой поддержки, и компенсация родительской платы за детский сад в полном объеме. Такие меры поддержки предоставляются семьям. Кроме этого, я говорю сейчас наиболее востребованные, но на самом деле их очень много. Предоставляются они у нас в рамках целого комплекса мер. Это 515-е распоряжение правительства, и можно найти на нашем сайте и ознакомиться, потому что там очень много пунктов, мероприятий, они межведомственные. Там и образование с кружками бесплатными, дополнительным образованием, там и здравоохранение с приемом узких специалистов, там и культура с различными тоже своими мероприятиями культурными, куда можно бесплатно организовать посещение для членов семей. Хочу отметить, это очень важно тоже, по поручению главы республики мы на нашей базе министерства организовали работу горячей линии. Работает она каждый день, уже начиная с 26 сентября прошлого года. Горячую линию, я, если могу, номер озвучу. Да, конечно. 8 912 141 42 00. 8 912 141 42 00. Значит, эта горячая линия, дело в том, что она работает каждодневно, работает четко, как часы, значит, будние дни с 9 до 18 часов, выходные и вот праздничные дни в режиме записи, то есть мы каждое обращение фиксируем, отрабатываем. Кроме того, каждое обращение лично просматривает глава Республики Коми ежедневно. До 10 часов мы предоставляем эти журналы, все обращения, которые поступили за день. Ну, к примеру, вчера было 18 обращений, а еще год назад было под 200 обращений самых разных. Они касаются поддержки семей с детьми, социально-бытовой помощи. Супруг находится на СВО, необходима помощь в расколке дров, предположим. Работают муниципальные штабы, оказывают такую помощь. Мы организовали четкое взаимодействие с муниципальными образованиями. То есть такая работа комплексная проводится. И все, что... По сути, с любым вопросом можно обратиться. С любым вопросом, абсолютно. Медицинские вопросы, вопросы социально-бытовые, вопросы военнослужащие задают даже по денежному удовольствию, по медицинской и другой реабилитации. Все вопросы, которые вне компетенции, они в любом случае на основе межведа решаются. Все, что не решено, оно у нас отмечено прям красным. Журнал в режиме светофора. Зеленые вопросы решены, зеленым отмечены, желтые требуют внимания, красные, к счастью, их очень мало, они требуют незамедлительного внимания главы республики. И глава лично вникает в каждый вопрос, и каждый вопрос должен быть решен. Это прям наша глобальная задача. Если мое продолжение будет в тему вопроса, я бы хотела еще по социальной реабилитации рассказать. Социальной реабилитации уже возвращающихся военнослужащих на территорию Республики Коми. Очень важный, просто актуальный вопрос. Если военнослужащий имеет ранение, ему чаще всего нужна, конечно же, в первую очередь медицинская реабилитация. Так получается, что поступают вопросы, значит, задают супруги вопросы, задают мамы вопросы о том, что вот где получить медицинскую реабилитацию. Конечно, это по месту жительства медицинской организации, госпиталь ветеранов предоставляет эту медицинскую реабилитацию. А после мы обязательно приглашаем в наш социальный реабилитационный центр «Максаковка» получить комплекс реабилитации. Это и психологическая реабилитация, это прием узких специалистов. При необходимости мы организовываем выезд в любую медицинскую организацию в республике. Это физиотерапия, это массаж, лечебная физкультура. Самое главное для ребят, которые возвращаются с СВО, мы организовываем широкий такой вот спортивно-культурный досуг, чтобы можно было помимо оздоровительных процедур, реабилитационных, побольше, ну, скажем, отвлечься, привыкнуть к мирной жизни, восстановиться. Что касается всех остальных ребят, которые возвращаются на территорию республики, не имеющих ранений, мы максимально их стараемся вернуть к жизни, оказываем помощь психологическую семьям. Совместно с психиатрическими
В психиатрической больнице работаем по психолого-психотерапевтической помощи. В случае, если имеется посттравматическое расстройство, его необходимо сразу же диагностировать, лечить. Мы работаем, очень важный тоже вопрос, работаем по трудоустройству. Важно обеспечить в кратчайшие сроки занятость нашего военнослужащего, который возвращается на территорию республики. То есть все вопросы, они решаются комплексом. При возвращении на территорию республики я информирую население о том, чтобы максимально обращались в Центр соцзащиты. Даже если это вопрос не социальный, не к соцзащите, мы определили единую точку входа, точку доступа, чтобы не было перекидки. Давайте, это не наш вопрос, обратитесь в другую организацию. Нет, идите в соцзащиту, приходите, вам окажут весь спектр необходимых услуг. Если что-то не входит в компетенцию соцзащиты, обязательно в муниципальном образовании, на штабе на таком специально созданном, где возглавляет глава района лично или города, эти вопросы будут решены точно. И на горячую линию. И на горячую линию обязательно обращайтесь, все обращайтесь, отрабатываем каждый звонок, конечно же.